Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Начнем с Гоши. Анализ гистологии обнадеживает. Слава Богу, явного онкологического процесса нет. Есть воспаление некротическо-язвенного какого-то характера, но это уже лучше, чем онкология. После назначенного онкологом лечения будет повторное обследование. Друзья, как вы помните, все хвостики предыдущего прилета увезены в клинику. Самое тяжелое из них – это Деми. У троих обнаружен блошиный дерматит. Янка сильно простужена. Аденовирус, парагрипп. В общем, все обследуются, всех лечат. У Деми букет диагнозов, но опасного для жизни ничего нет. Все это только в дело времени и денег. Четверо коротколапиков сразу разместили в стационар. Это чудом выжившие, забранные из вольеров из-под больших собак. Конечно, они пережили огромнейший страх. Конечно, испуганы. Кто-то меньше, кто-то в большей степени. У кого-то еще что-то болит, чешется, ноет, зудит. Они привыкли терпеть. Они не видели в жизни ничего хорошего. Все четверо, как никогда. С блошиным дерматитом. Это мы вылечим. Парагрипп и аденовирус у рыженького пушистика Янкой назвали. Тоже лечим антибиотиками и инъекциями. Больше всего волнений за ушастую девочку Деми. Большие участки кожи вообще без шерсти. Как только зиму пережила, кожа покрыта коростой. Демодекоз, конечно же, это и больно, и зудит. Есть и анемия, показатели крови не все в норме, страдает и печень на фоне истощения. Гепатит или панкреатит и холецистит. Сейчас врачи обследуют и усиленно начали лечение. Конечно, все это в стенах стационара. Друзья, не только вывести главное, надо их вылечить. Лечение нужно оплачивать, иначе зачем мы спасли их, наших бедолаг? Пожалуйста, кто сколько может. И наши зарубежные спасатели, пожалуйста, пробуйте Корону Пэй. Эта система работает. Нам очень трудно спасать без вашей помощи. Купили и увезли им хороший, качественный питательный корм и консервы. Пусть поправляются. За 2 дня оплатила более
30 тысяч рублей. Спасибо, друзья, за помощь. Без вас нам никак не справиться. Помогайте нам, пожалуйста. Друзья, наши спасения, несмотря ни на что, продолжаются. То сразу несколько самолетов подряд, то 2 самолета в день, то небольшое затишье. И пристройства тоже есть, и мы обязательно о них расскажем на другом канале. А пока о прилетевших в апреле. За 3 апрельских дня прилетело 11 хвостиков. Сегодня была форс-мажорная встреча в порту. Я встречала хвостиков другого куратора, Юли. Посмотрите, в каком они состоянии, каких бедолаг нам приходится порой спасать. Конечно же, там у хвостиков не было и шанса, чтобы выжить. Так, вот. Малышенька. Ой, лапа какая. Ой. Ну-ка покажи мне. Вон лапа какая. Трындец. Да, трындец. И здесь. Это домодекозная и с пробитой головой. Вот, несчастная до безобразия. Малышка, не бойся, не переживай. Все, успела, встретила. Точнее, не успела, всех подвели, подставили, но главное... А это дрожит до безобразия. Ой, что там с ногой? Ой, что с ногой? Давайте это самое... А где машина-то наша? Все, не знаю, как поместимся сейчас в машину. Тоже переноски. Такой, малыш, ну хватит нервничать. Это я уже вот так ноги задрала, понимаете? Потому что я провалилась тут в кресло. Ну, собак же надо вывозить. Поэтому ноги уже на уши закинула. Так, надо убрать вот это. Да, ты же двери открыть не можем. Все, бегом, в пыхах опоздали. Вот она нога. Вот. Это нечто. Малышка. Ну, у тебя как копыта. Может, даже под ампутацию будет. Ой, это мы проезжаем. Не знаю, даже дверь не могу открыть, чтобы поменять ее. Задыхаемся. Да и встреча в порту, и доставка с неподготовленным таксистом, все было внезапно, спонтанно. Таксиста, в машину которого не влезали эти переноски, это было нечто и печально, тяп-ляп, и комично, и я почти на крыше такси босиком. Но главное, как жалко вот таких бедолаг, черный с проломленной или рваной головой и домодекозом, и белая с ногой до кости, содранная или прорубленная. Грустно от того, как много горя и боли у этих умных собак, ни в чем не виновных. А спасают их единицы кураторов, и в основном одни и те же. Эти двое прилетели на кураторство Юли, которая не смогла в очередной раз пройти мимо. И несмотря на то, что живет в далекой Америке, она будет курировать, лечить, руководить их восстановлением здесь, в Москве. Адский, титанический труд, поверьте. Друзья, новости спасения из Якутска и наш новый вольер смотрите завтра в это же время.
не входит все в один ролик.